Несмотря на то, что наша программа носит развлекательный характер, мы сегодня решили затронуть очень серьезную тему. Тема действительно серьезная и актуальная. Мы будем говорить о животных, мы будем говорить о сложнейшем заболевании животных под названием бешенство. Но все вы в детстве наверняка, ну я точно помню, вот говорили, если тебя покусала собака, нужно сделать 40 уколов там в живот и так далее. Но, как мы знаем, бешенство практически, или, по-моему, вообще неизлечимая болезнь. Узнаем прямо сейчас, давайте поговорим на эту тему с профессионалом. У нас в гостях руководитель университетской ветеринарной клиники Башкирского государственного аграрного университета Виталий Парамонов. Виталий, доброе утро. Доброе утро. Спасибо, что нашли время. Давайте вообще общие вводные про бешенство дадим нашим телезрителям. Что это за знать, да, об заболевание? этом Да. заболевании? Но основное, что нужно знать, да, что это очень опасное заболевание, характеризуется стопроцентной летальностью. То есть У животное, человека. животное У или животного. человек, который заболело, погибнет 100%. На данный момент никто не научился, и нет случаев излечения от этого заболевания. Это самое страшное, что в этом заболевании. Вот это То есть вот это слово, которое говорят, ну, бешенство, бешенство, и все так относятся к этому с, ну, таким легким пренебрежением. Друзья, это 100% летальное заболевание, будьте бдительны. Как понять, есть ли у животного бешенство? Но чаще всего, то есть и везде, соответственно, бешенство стоит тире гидрофобия или водобоязнь. Вот, это не значит, что животное боится купаться, оно просто не может принимать воду, ну и, соответственно, это симптом, который там характеризуется слюнотечение, параличи, нарушение поведения, то есть если мы говорим про хищных животных, то это чаще всего агрессия необоснованная. Ну, дикие животные, те, которые обычно боятся человека, спокойно заходят к человеку в поселение, в деревне, в поселке, соответственно, нападают там на людей, на животных. Вот это самое. Но вот первое, простой человек невооруженным глазом может ли разобрать, что вот Его понятно, что, например, питомца? если животное не пьет, это может заметить только хозяин животного, если, ну, оно у него есть, да? Вот я иду по улице, условно говоря, тьфу-тьфу, и навстречу попадается вот какая-то собака. Могу ли я понять, что у нее бешенство, или это не сложно определить? Ну нет, конечно. Это сложно, да? Даже ветеринарный врач, соответственно, не полагается на собственные знания и на наличие клинических симптомов. Потому что, ну, мы можем сказать, что если лиса днем зашла куда-то там в город, То, Вот, скорее то всего. да, да. это, конечно, соответственно, скорее всего, есть какие-то А изменения по в её... собакам очень сложно. По собакам их много, они каждый по-разному себя проявляет. Кто-то добрый, кто-то недобрый, кто-то кусается. Поэтому, ну, конечно, Ну вот, нельзя- кстати, Просто да, переходя... Ага. важную ремарочку Да, да, сделаем, конечно. друзья. Если вы видите собаку, старайтесь просто обойти ее стороной, Да, да, конечно. потому что визуально, это вот тоже очень страшно, визуально определить невозможно. Тогда здесь вопрос встает о прививках, да, все-таки собаки, которые находятся на улице, ну, или все-таки к домашним больше. Вообще, как часто люди прививают своих Как собак? обезопасить, Да, да, ты как имеешь в виду? обезопасить. И есть ли у нас в эту культуру вообще привития от бешенства? Все ли понимают, что это нужно делать? Да, сейчас есть даже такой там лозунг, что это заболевание стопроцентно летальное, но оно 100% профилактируемое. Ага. То есть это вот то заболевание, где вакцинация стоит самым основным фактором, который всех убережет. Поэтому культура вакцинации может быть там не идеальная, но тем не менее ее все стараются, ветеринарные врачи, популяризировать и, соответственно, всех животных максимально вакцинировать Вакцинировать. против бешенства. Да. Вот иногда на подъездах висят прям объявления о вакцинации животных и что-то такое. Насколько можно доверять этим объявлениям? И вообще, как это происходит? Должен обязательно вы к врачу должны приехать, к ветеринару, да? Либо это может быть на дому происходить? Как это процедура Но мы знаем, что происходит? клиника БГАУТа может и так, если ничего не путаю. Да, но если касаемо вообще вакцинации против бешенства, то в любой ветеринарной клинике в нашем регионе, соответственно, вам может предложат вакцинацию против бешенства для каждого животного, приходящего, при условии, что оно клинически здоровое. Касаемо объявлений на подъездах, это Государственная ветеринарная служба, ветеринарное управление, городская ветеринарная станция организуют эти профилактические вакцинации. Обычно они где-то попросят помещение в ближайшем районе. Даже так, то есть вообще с удобствами Да, совсем. обычно это какой-нибудь ЖЭУ, либо еще какое-то помещение, которое будет бесплатно предоставляться им. И они бесплатно, ну что самое важное, да, потому что для некоторых это вопрос тоже важный, близко к дому вы приносите то животное, они там, ну, соответственно, Здорово. проводят эту вакцинацию бесплатно, потому что есть вакцина, которая выделяется государством для профилактики, соответственно, этих заболеваний. Нужно ли как-то животное готовить? Я знаю, что нужно глистогонить, да, перед вакцинацией.
Или... Ну, поскольку эта вакцина достаточно безопасная, соответственно, никаких особых требований подготовок нет, да? не нужно. Нужно только прийти, соответственно, чтобы это животное было здорово. на Виталий, вот данный момент. вопрос, а человека можно ли вакцинировать от бешенства? Да, конечно. А это делают? Это делают. Ага. Если мы говорим про группу риска, то есть люди, которые общаются, Работают. то есть это те, кто обращается с дикими животными, егеря, лесники, ветеринарные врачи, собственно, у них есть профилактические курсы вакцинации, которые их защитят. Здорово. Вот, потому что если, ну, может быть, там в дальнейшем мы сейчас поговорим Да. о том, что если произошло что-то, там, если, ну, сразу перейдем тогда, если укусило вас животное, то здесь будет уже пост так называемая экспозиционная вакцинация, когда мы подозреваем, что Животное могло быть возможно бешенство. было Да, возможно, бешенство. Тогда будет бешенство. курс немножко другой, более длительный, но он тоже Но существует. 40 уколов сейчас уже нет такого. 40, конечно, нет, Да. да, это был прошлый век, давно очень. Ну, да. я родился давненько, ребят. Давненько, да. Сейчас, конечно, их значительно меньше, но тем не менее курс растягивается на полгода. То есть это Виталий, ну долго. скажите, вот мы знаем, что у вас уникальная ветеринарная вообще служба, ветеринарная клиника при Аграрном университете. Ваши студенты и могут выгулить собаку, и приглядеть, и вам можно привести. То есть вы огромное количество необходимых действий для помощи владельцам оказываете. А вот по поводу прививок от бешенства, можно ли вас пригласить на дом? Ну, не знаю, допустим, в условиях самоизоляции человек не может выехать, да, потому что нельзя условно. Оказываете ли вы такие услуги? Ну, сейчас мы стараемся как можно реже эти Ну, в связи с да, в связи ситуацией, с да? ситуацией просто. А так, конечно, выезд на дом существует, и он существует и у нас, и во всех других клиниках. Но предпочитаем все-таки делать эти на месте, в клинике, потому что там больше возможностей для, соответственно, диагностики животного, больше возможностей для соблюдения всех необходимых мер профилактики, в том числе, вот, опять же, вакцина хранится в холодильнике, не нужно ее перемещать, то есть у нее есть строгие условия хранения. Да. Ну и насколько я знаю, вообще бешенство вакцинируют еще в купе с другими прививками, то есть все вместе как-то, да? Да, ведь? если мы говорим про виды вакцин, то вот ту вакцину, которую мы говорим про бесплатно, это просто вакцинация против бешенства, ну, поскольку это вариант дешевый такой, да. А основная масса животных, конечно, вакцинирована коммерческими вакцинами, это либо отечественного, либо импортного производства. Там идет комплекс, то есть одна либо две инъекции, где будет бешенство, лептоспироз, чума собак, парвовирус, ну, то есть все инфекции, которыми чаще всего болеют собаки. То есть один раз в год владелец приходит с собакой в ветеринарную клинику, Ставит прививку. да, делается вакцинация, и, собственно, на год они защищены спокойно. Виталий, вот с вами можно говорить Ну, я тоже бесконечно. Да, мы очень рады, что вы пришли. И вот давайте напомним, как можно вообще обратиться, получить консультацию, куда позвонить, может быть, сайт, что-то вот какие-то, как, ну просто задать в гугле ветеринарная клиника БГАУ. Да, университетская ветеринарная клиника, соответственно, у нас есть сайт, есть группа ВКонтакте, в Инстаграм, в Фейсбук. Задаете в любом поисковике, соответственно, мы будем там на первом месте с телефонами, с контактами Отлично. работать. Друзья, мы Обратитесь. настоятельно рекомендуем следить за вашими питомцами. Если даже, вот, казалось бы, животное ведет себя хорошо, но раз в год, как минимум, на профилактический прием к ветеринару сходите, потому что будете потом жалеть и корить себя, если вдруг что-то произойдет, не дай бог. Ну, а прививку сделать один раз в год, это уж, даже если и за деньги, это совершенно не накладно, можно на своего Чтобы любимого обезопасить, питомца. да, себя. Спасибо вам Спасибо большое. большое. Слушайте, мне кажется, надо отдельную программу прям делать. Да, я думаю, мы подумаем над этим вопросом.